Пытанне сярэднямесячнай заработнай платы, добраўпарадкаванне дынамікі захворвання дарослых, а таксама выпаўненне даручэнняў пасля асабістага прыёму і многія іншыя падымаліся ў панядзелак на апаратнай нарадзе у кіраўніка раёна Александра Цітка. Усе падрабязнасці далей. На рабочай нарадзе, якую мінулы панядзелак правёў старшыня райвыканкама Александр Ціток, абмяркоўваліся рабочыя моманты жыцця раёна. Адно з пытанняў – дынаміка сярэднямесячнай заработнай платы. Трэба адзначыць, што сярэдні заробак за перыяд з 2015 года па сёння расце і састаўляе больш за 885 беларускіх рублёў. Александр Ціток адзначыў, што кожны кіраўнік павінен клапаціцца пра сваіх работнікаў, таму што ад іх залежыць бесперапынная праца, добрая вытворчасць, а як вынік – рост экономики района. Каждый должен понять, что динамика, она должна идти вот такая, зарплата должна расти. И чтобы, соответственно, не 63% доходов населения была зарплата, и удельный вес должен быть выше, потому что основная часть населения не имеет других доходов, как заработная плата. Нету бизнеса, нету земельных участков, а если есть земельные участки, то небольшие, что не позволяет иметь дополнительные доходы. Мы рассматривали с вами демографическую ситуацию, и вот один из факторов, влияющих на демографическую ситуацию, это вот уже мы рассматривали заболевания наших граждан, это благосостояние наших граждан, чтобы наши граждане здесь оставались у нас в районе, это строительство жилья, соответственно, не только многоквартирных домов, но и индивидуальных. А это обратно связываем благосостояние, потому что востребованность растет, динамика востребованности в строительстве жилья растет. Мы должны с вами поработать так, чтобы люди оставались, чувствовали себя комфортно. Хорошие рабочие места, хорошая заработная плата и хороший образ жизни, где не будет такого заболевания, как у нас, массово идет. Начиная от дошкольного возраста, заканчивая, видите, работающей категории граждан нашего района. Менавіта пытанне захворванняў павінны прааналізаваць старшыні сельсаветаў, кіраўнікі ўсіх арганізацый района, сумесна з ідэолагамі і прафсаюзнымі лідарамі на сваіх месцах. Неужели руководителям не интересно, что делается на предприятии, что влияет на производительность, в том числе вот, работники, находящиеся на больничном. Они в штате числятся, но находясь на больничном, они же не производят продукцию, не увеличат ее объем. И когда мы рассматриваем сегодня многие показатели, они же все увязаны с производительностью, соответственно, с рентабельностью, с прибыльностью. Где наши кадровики, где наши идеологи, помощники руководителя. Проанализировать причины на предприятиях, или это заболевания, которые возникают вследствие плохих условий труда, сырость, сквозняки и так далее, задымленность, загазованность. Или это наше учебное учреждение, то, что мы в прошлый понедельник рассматривали, болеют дети. И вот если мы помним, то стабильно у нас есть лидеры, определенные учебные учреждения, где дети болеют, и, соответственно, родители тоже находятся на больничных по уходу за детьми. Здесь есть лидеры, которые позволяют или не создают нормальных условий, соответственно, идут постоянные заболевания. Нам уже их вот озвучивали. МКАДО, Словения, сельскохозяйственные предприятия. Если многие будут говорить, что вот там люди работают на таких условиях. Но почему у других сельскохозяйственных предприятий нету такого уровня заболевания и такой динамики? Быў заслуханы даклад аб ходзе прышчэпачнай кампаніі супраць грыпу. Прыкладам для ўсіх з'яўляюцца медыцынскія работнікі, настаўнікі, цяжарныя жанчыны. Яны на 100% прышчэплены. Але ж як быць з астатнімі? Каждый должен задуматься сегодня о своих работниках. Не только сегодня, постоянно думать. В том числе одно из профилактических мероприятий – это вакцинация своих работников. Знаете, на танцы найдем профсоюзные деньги, да? Или какие-то помощь. А чтобы ваши работники были на работе, чтобы были здоровые, не найдем эти копейки. Так заботимся. Я еще раз вам говорю, профсоюзы и идеологи, ваша задача не только танцы, но и здоровье ваших работников. Если мы видим определенные категории заболевания,
те, которые есть на вашем предприятии, ту категорию работников, которые болеют, таких в первую очередь, и провакцинируйте. Болеют люди, создайте условия, плюс вот провакцинируйте. То есть ряд профилактических мероприятий проведите. На нарадзе быў прааналізаваны пратакол даручэнняў пасля асабістага прыёма жыхароў раёна. Александр Ціток адзначыў, што іх магло не быць, калі б кіраўнікі зацікаўленых службаў на месцах былі больш уважлівыя да зваротаў людзей, своечасова давалі вычарпальныя адказы. Нараджаюцца паўторныя звароты. Вядома, не ўсе яны абгрунтаваныя. Некаторыя грамадзяне ўзялі сабе за правіла закідваць лістамі просьбамі. Прыкладам можа паслужыць пытанне аб неабходнасці дадатковага маршрута гарадскога транспарта для жыхароў Зарэчча. Але апытанне гараджан показала, што ім дадатковы маршрут не патрэбен. І гэта адзінкавы запыт. Надо работать с людьми и объяснять значимость проблем, и как их решать, и стоимость проблем. Навядзенне парадку на зямлі і добраўпарадкаванне – гэта адно з асноўных пытанняў, якое стаіць на асаблівым кантролі ў кіраўніка раёна. Жорсткай крытыцы падвергся падчас планёркі дырэктар жыллёва-камунальнай гаспадаркі Сергей Полуян за частковае выпаўненне даручэнняў пасля прыёму грамадзян. Меняйте свой подход. Я вас никого там за язык не тянул, сколько дней. Вы говорили, 3-4 дня, пожалуйста, делайте. Но если взяли обязательства, они должны быть сделаны, выполнены. Падводзячы вынікі планёркі, Александр Ціток падкрэсліў, што толькі ў нашых сілах зрабіць раён, дзе мы жывём, паспяховым, яшчэ чысцей і больш прыгожым. А для гэтага трэба развіваць эканоміку і наводзіць парадак, змагацца з безгаспадарчасцю, бяздзейнасцю і абыякавасцю.